вдоль прибойной полосы прогуливается ворона. Птица, по-моему, не только знает нас в лицо, она, по-моему, знает нас и по именам. Я посмотрел многие матчи, к сожалению, не все, но те, команды, которые мне интересны, я стараюсь смотреть, конечно. Могу сказать сейчас уже задним числом, что французов я посмотрел одну из отборочных еще игр их и сказал, что французы имеют хорошие шансы, и, собственно говоря, это случилось. Есть амбициозная Хорватия, которая неплохая команда, да. Трудно делать прогноз, но болею за хорватов. Несмотря на то, что они случайно выиграли у России. Я был разным, потому что, смотря какую сторону брать, я рос так же, как и сотни сухумских мальчишек, школа и улица. Причем был ряд занятий, мы не сидели дома. Дома только тогда, когда нужно сделать уроки, а в моей семье это было очень важно, ключевой момент, мама контролировала все это. Мы старались побыстрее все это сделать, домашние задания, и на улицу, футбол, море. Естественно, я посещал различные спортивные, спортом занимался, немножко баскетболом в свое время, и бег, и прыжки в высоту особенно, и копье. Потом так случилось, уже там чуть постарше, я получил травму, и мне вообще говорили, надо большим спортом, да, спортом больших результатов, да, высоких результатов. Но потом после травмы я как-то, при этом не перестал гонять футбол, там, посещать секции плавания и так далее, и так далее. Но это было нормально для того периода. Тогда не было айфонов, не было интернета, и жизнь молодежи проходила вот так вот. Выбор профессии у меня происходил, не совсем просто. Естественно, природа меня всегда привлекала. Каждый мальчишка, ему интересно куда-то заглянуть, что-то взять в руки. И я думаю, что практически все через это прошли. У одних эта любовь проходит со временем, да, и это увлечение у других остается на всю жизнь. У меня в любом случае, в моей голове было как бы два таких либо медицина, то, что тоже так или иначе связано с биологией, так как медицина без биологических знаний невозможна, либо биология. И, в общем-то, я поступил в наш университет, тогда только впервые открыли отделение биохимическое, я поступил, и я могу сказать, что я просто благодарен своим учителям, которые меня вывели именно на изучение, на зоологию в целом и, в частности, на изучение птиц. Чтобы не говорить так голословно, я просто назову
хорошо известного в нашей стране ученого, педагога, это Зара Миктатовна Тарыба. Она была куратором нашего курса, и она, конечно, в том, что в выборе моей специальности сыграла очень важную роль. Более того, она постоянно меня так настраивала на то, что мне нужно не просто там изучать биологию, нужно заниматься наукой. У меня появилась возможность съездить в первую экспедицию совместно с студентами Московского педагогического института тогда. И впервые я встретился с живым орнитологом, потому что в Абхазии орнитологов своих не было. И получил первые такие, скажем так, эксклюзивные знания о птицах, и интерес мой к этой группе животных, естественно, усилился. Ну, без сомнения, это мыс Пицунда. Со всем комплексом, это и наличие открытых пространств, это близость моря и целая сеть внутренних водоемов, значит, реликтовые озера Пицунской низменности, это сеть осушительных каналов, тут же предгорья с реликтовыми лесами. Все это, без всякого сомнения, это разнообразие и дает вот разнообразие населяющих животных, в частности птиц. Без сомнения, это вот одной из ключевых территорий является, ну, такая аналогичная, да, Пицунскому мысу, это район устья Кодора и вот Скурча, и вот этот вот весь Кодорский мыс. И, конечно, отдельной такой серьезной, это высокогорье. Там обитают буквально, ну, уникальные для Кавказа виды, которых нет больше нигде в мире. И это и кавказский тетерев, и кавказский улар, целый ряд крупных хищников, некрофагов, там гриф черный, сип, беркут из орлов, ряд других интересных видов, там более мелких, стенолаз и так далее, и так далее. Поэтому эти районы вызывают наибольший интерес вообще специалистов. Ну, нагрузки были разные, и, как правило, если это связано с горами, то это всегда определенная нагрузка, но были какие-то, ну, несколько экстремальные моменты, которые вот делали ту или иную выезд, ну, таким. Ну, вот один из выездов, это была небольшая экспедиция, я фактически был один в этой экспедиции, у меня был проводник, парень. Он жил в Верхнем Келасуре, знал хорошо эти места, и у него были лошади. И мы вот вдвоем с ним в районе перевала Аданга, там вот известное место, источники вот эти вот. С ним случилась такая неприятность, он упал с лошади и поломал 2 ребра. А в то время никакого транспорта, тем более вертолетов, никакой связи не было. И мы вот 2 суток практически без остановки с этого перевала шли до города. Где-то он-то на лошади, а я, значит, где-то пешим, где-то в общем, было такое испытание, которое мы тогда были молодыми, крепкими, сильными и преодолели. Разные ситуации бывали. Ну, вот, скажем, в одной из моих поездок, еще вот одних из первых, я был за полярным кругом, это Кандалакшский заповедник. Там проблема была, это комары и мошка, которые, ну, просто невыносимо, но как-то тоже адаптировались. Целый месяц мы там проводили исследования на Белом море, на островах Белого моря, проводили учеты птиц. И вот эти испытания экспедиционные, они как-то со временем сглаживаются и уходят на второй план, а на первый план выдвигаются результаты, которые получены, впечатления, с которыми возвращаешься из таких поездок.
Последствия войны, любой войны, они не могут проходить бесследно, и в том числе и для природы. Ну, в первую очередь, конечно, это для человека, для тех страшных потерь, страданий, которые испытывает человек. Но природа не может сказать о своих болячках, поэтому проводятся исследования. И я вот должен сказать, что сотрудница нашего университета Инга Таня, сейчас она заместитель директора Рицинского нацпарка, наш доцент нашей кафедры географии, ее кандидатская диссертация как раз-таки была по экологическим последствиям войны, причем достаточно широкий спектр вопросов, влияние и на геологические системы, на экосистемы, на растительность, на животный мир. Но я могу сказать о животном мире. Вы знаете, дело в том, что непосредственно боевые действия, они без всякого сомнения оказывают какое-то в большей или меньшей степени локальное воздействие на животный мир. И, естественно, со временем многое восстанавливается. Но дело в том, что сами последствия войны, они приводят к существенным изменениям экосистем вообще. В Ачимчирском районе известно, что там поднялся целые десятки, сотни гектаров молодой лес. И, естественно, там идет формирование экосистем, и сегодня мы видим, что очень многое меняется. Да? Во-первых, вот положительные моменты, которые появились некоторые виды животных, которые исчезли с нашей территории 50, 60, 70 лет назад. В частности, птицы, например, тот же самый орлан белохвост или там черный аист. Появляются новые виды каких-то организмов, но это не столько связано с последствиями непосредственно, а опосредованно, потому что появляются новые условия, снижаются, меняется там пресс, включая антропогенный, и это приводит к изменению фауны. Вот интересно, даже вот мы сейчас сидим здесь в центре города, и можно наблюдать, что над нами периодически пролетают огромные белые красивые птицы. Это чайка, средиземноморская чайка, которая, собственно говоря, освоила вот городскую среду буквально за последние 10-12 лет. Да, раньше они были только зимой и улетали, а сейчас они у нас выводят птенцов на крышах домов и живут здесь постоянно. Мы не всегда обращаем на это внимание, я имею в виду жители, но специалисты и ученые фиксируют эти вещи. Нам всегда кажется, что человек сам по себе уникален и ничего подобного нет. Конечно, это так. Но какие-то элементы рассудочного поведения у животных есть, и иногда просто поражаешься, насколько они ориентируются. Вот в отношении ворон, ну, сегодня это абсолютно признанный факт, что в птичьем мире вообще группа врановых, это серая ворона, ворон, там, галка, сорока, они наиболее оказываются, скажем так, интеллектуальными животными. Мы как-то эту тему обсуждали, сидя вот здесь вот на берегу, и часто мы посещали, значит, с Романом Саидовичем это место, и регулярно видели, что вдоль, значит, прибойной полосы прогуливается ворона. Причем она так посматривает регулярно на нас, причем достаточно так выразительно, скажем так. И Саидович пошутил так, говорит: ты знаешь, говорит, эта, говорит, птица, по-моему, не только знает нас в лицо, она, по-моему, знает нас и по именам. Сейчас очень много в интернете всяких видеороликов, связанных с воронами. Ну, поразительно ролик, который меня просто даже как поразил. Картинка такая: ворона нашла пластиковую тарелку с остатками какой-то еды. Она склевала эти остатки еды, потом, значит, эту пластиковую тарелочку взяла в клювик
и полетела и выбросила в мусорный ящик. Ну, причем съемка абсолютно натуральная и ну вот, понимаете как. Достаточно так высокий уровень интеллекта у попугаев, это считается у хищных видов птиц. Ну, вот примеры, даже вот традиционные наши примеры некоторых наших традиций. Охота с ловчим ястребом. Ну, можете себе представить, что птицу практически за неделю обучает ее каким-то навыкам, ее используют в охоте и по окончании охотничьего сезона ее выпускают. То есть, если это животное, скажем, необучаемое или трудно обучаемое, это сделать было бы крайне сложно. А так птица очень быстро понимает, что от нее требуется и за что она может получить определенное вознаграждение в виде корма и так далее. Мне трудно себя оценивать со стороны, но бывает такое, что я взрываюсь, конечно, когда вижу то, что считаю абсолютно неприемлемым в той или иной ситуации. Могу взорваться, но стараюсь этого не делать, иногда сдерживаю себя, иногда перевариваю какие-то вещи внутри себя. Я не люблю вот такую ложь, которая звучит иногда, и не иногда, к сожалению, нередко. Я могу смириться с каким-то пренебрежительным отношением к каким-то людям, которые беззащитны, да, в силу своего, может, возраста, может, в силу каких-то других обстоятельств. Есть масса вещей, которые я не так равнодушен, как, может, кажусь внешне. Поэтому масса вещей, которые вызывают у меня определенное такое негативное. Спокойствие это внешне это обманчиво? Наверное, я не знаю, я еще раз говорю, мне трудно о себе вообще говорить. Я сейчас не берусь давать такие оценки, потому что, хотя общая картина, конечно, мне известна. К сожалению, я сам в прошлом, скажем так, охотник и любил выйти с ружьем, но и не считаю, что это занятие какое-то нехорошее. Все-таки человек остается, особенно мужчина остается в какой-то степени охотником, добытчиком, но есть некоторые правила, да, и очень глубокие, серьезные традиции, которые тоже являются правилами табу. Ну, к примеру, никогда ни при каких обстоятельствах не стрелять в животное, которое ты не знаешь, является ли оно добычей или нет. Добывать только столько, сколько тебе сегодня необходимо и сколько ты можешь унести. Ну и ряд других вещей, которые, в общем-то, в нашем народе сформировались на протяжении многих. К сожалению, вот многое утрачено в этом плане, и охота стала зачастую таким занятием, варварским, потому что особенно когда нарушаются элементарные нормы, когда используются современные технологии для того, чтобы побольше добыть. Ну, например, охота на перепелов с различными приспособлениями, которые ставят соответствующие звуки, которые привлекают птиц и, собственно говоря, обрекают животных на гибель десятки, сотни. Сегодня и старых охотников помнят, что один из таких охотничьих видов, который
был таким тоже традиционным, это осенняя охота на горлицу, которая начиналась в конце августа, там в сентябре шел массовая миграция, масса птиц пролетала через Абхазию. Вы знаете, что этот вид сегодня, значит, рассматривает вопрос о включении ее в Международную Красную книгу. Конечно, это не только охота в Абхазии привела к этому, но в том числе и это тоже. Вообще не понимаю, когда не слышу от некоторых охотников, а что это не наши птицы, они вот отсюда, значит, мимо пролетели нас, если мы не добудем там, ну, это совсем неправильный подход. Только в послевоенный период у нас появилось право самим определять политику в области высшего образования, потому что в советское время этого было абсолютно невозможно, там четко было все прописано, буквально по минутам, как говорится, и до последней запятой. Сегодня вот, просто считаю, что вот в значительной степени благодаря ректору университета Олегу Алексеевичу мы получили действительно уникальную возможность не просто принимать какие-то решения, а находить возможность выбора, да, потому что его контакты, его связи позволяют нам в деталях знакомиться, что происходит в российской системе образования, что происходит в европейской системе образования, какие плюсы, минусы, что происходит в системе образования Америки. Я должен сказать, что мы абсолютно не дублируем именно российскую систему высшего образования, и целый ряд вещей, которые внедрены в нашем университете, их нет в России. Ну, к примеру, у нас, вот, переходя на уровневую систему, мы сохранили систему специалитета по целому ряду направлений подготовки. Естественно, мы внедряем те дисциплины, которые считаем, что на данном этапе они являются важными и актуальными, либо в плане общего развития, либо в плане сохранения и культурных традиций нашего народа, языка в первую очередь. Важно сегодня сохранить фундаментальность образования. То есть сегодня, особенно в наших условиях, когда для того, чтобы построить здание, нужен хороший фундамент, да? И вот этот вот хороший фундамент, он должен как раз-таки закладываться на первых этапах. Это и средняя школа, и, конечно, вузовское образование. Мы ежегодно и в этом году мы приглашаем ведущих ученых из российских вузов, серьезных российских вузов, на государственную аттестацию, на выпускные государственные экзамены. И в этом году были специалисты из финансового университета, и из Башкирского медицинского университета, из ряда научных центров. И вы знаете, все в один голос говорят о неплохом уровне подготовки наших студентов. Показателем еще является то, что многие наши выпускники продолжают учебу в российских вузах, в магистратуре, в аспирантуре, и, как правило, полностью подтверждают тот уровень, который они показывали здесь.
национальный интерес, он, конечно, связан с местами зимовок тех видов, которые живут у нас, да, вот в каких условиях они зимуют, и вот посмотреть, как это все происходит там, хотя по литературе мы знаем но очень важно увидеть. Поэтому вот я бы, если так географически посмотреть, я бы вот от, скажем, северных побережий Северного моря, или, как сейчас говорят, океана теперь уже, до южной оконечности Африки, да, вот так вот интересно было бы побывать, посмотреть. А так, конечно, интересны сами по себе тропики очень. Северные районы, они мне интересны, конечно, но я вот бывал на севере, видел птичьи базары, видел, как это все там интересно и замечательно. Ну вот как-то так.